Из чего состоят наши налоги? Сколько с каждой 1000 тенге, заработанной нами, как наемным сотрудникам, мы платим налоги? Мы платим индивидуальный подоходный налог. Мы платим социальное страхование, социальное медицинское страхование. А сколько мы платим собственности на недвижимость? 10,55 транспорта. Мы еще с каждой дополнительно 1000 тенге дохода платим итого все вместе 315 тенге. Это прямое налогообложение. Помимо этого, мы платим дополнительно 70 тенге штрафов и пений. Также мы платим плюс 25 тенге судебным исполнителям. То с каждой 1000 тенге 410 тенге мы платим различные налоги, пенсионные отчисления, штрафы, пени, взыскания и даже за судебных исполнителей. Сколько же нам остается на жизнь? Всего лишь 590 тенге. Закон Парето гласит, 20% ресурсов всегда дают 80% прибыли. Но у нас, как всегда, все наоборот. Те, кто едят от большого пирога в экономике всего лишь 2 кусочка, платят за него столько же, сколько едят жируны за 8 кусков. Поэтому нам впору вспомнить Салтыкова-Щедрина, как мужик 2 генералов прокормил. Лежи бока. А тут 2 генерала с голоду мрут. Ну как тут дать стрекача, если они вцепились намертво? Напоминаем, что все факты, которые приводятся в сериале «Из печки на прокачку», основаны только на официальных данных государственных органов Республики Казахстан и международных организаций. Так сколько платят налог на доходы все корпорации, малый и средний бизнес и народ, без учета нефтянки, в один общий пирог? Я напоминаю вам, друзья, что индивидуальный подоходный налог у источника выплаты вовсе не налог на работодателя. Это налог на доход работника. Итак, наемные работники вносят 32% в общий сбор ненефтяных доходов. Малый и средний бизнес вносит 16,5%. Но эти цифры не точные, потому что еще не полностью произошел переток налогов от среднего бизнеса в местный бюджет. Индивидуальные предприниматели – 3,1%. Экспаты оплачивают около 0,2%. А корпорации, то есть крупный бизнес, 48%. Напоминаю, эта цифра не точная, потому что налоговая реформа, которая привела к перетоку корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса, была введена в действие в 2019 году, и еще не все плательщики поняли, как это платить. И до сих пор многие средние предприятия оплачивают в республиканский бюджет. То есть массовый плательщик платит сегодня 52%, а корпораты лишь 48%. А сколько заплатили налог мы все, плюс нефтянка? Надо сначала разобраться, а что же поступает в национальный фонд вообще? И мы вам докажем, что это вовсе не только нефтяные налоги на доход. Так вот, в нацфонд по итогам 2019 года налог на доходы составил лишь 43,5% всех платежей, а около 52% разделения продукции, роялти и бонус. Еще налог на сверхприбыль около 3,8%. И по мелочи за вред экологии и распродажу сельхозземли около 1%. Вот в этой таблице вы видите, как поступали налоги в 2019 году и в 2020 году в нацфонд по своей структуре. Ну и ясно, что в 2020 году сбор налогов с нефтяников просел на 47% по отношению к показателям 2019 года. А теперь внимание! Итого, вместе с нефтяниками все налоги на доходы в 2020 году достигли 3,2 триллионов тенге по всей стране. А это около 30% всех без исключения налоговых сборов и любых других доходов в консолидированный государственный бюджет, который включает в себя республиканский, местный бюджеты и нацфонд. Но интересен сам расклад. Наемные работники внесли в копилку итого 25%, а нефтяные магнаты лишь 21,6%. Малый и средний бизнес 13%, а корпорации 37,6%. Микробизнес вырос до 2,4%. Ну и наши любимые нерезиденты, экспаты и гастарбайтеры как не платили, так и особо и не платят.